Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите сегодня. Осторожно, клещи! В Нерюнгри и Якутске люди пострадали от укуса опасного насекомого. Как себя обезопасить? ЧП в Нерюнгринском районе. Пострадавший в аварии на Чульманской ТЭЦ скончался сегодня утром. Родственники жертв, возмущенные трагедией, пришли в предприятие. Двойная угроза. В Алданском районе зафиксировали случаи сочетания ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Сезон охоты в Якутии. Как в Мирнинском районе местные жители оценивают действующий сезон. Молодая семья по этой госпрограмме. 40 семей Ленского района в конце мая получат жилищные сертификаты. Сегодня в России празднуют День полярника. Дата отмечается с 2013 года согласно указу президента страны. В Якутске сегодня на площади Ленина прошло торжественное мероприятие в честь вхождения 8 районов Якутии в арктическую зону страны. Напомним, что соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным ровно неделю назад, таким образом поддержав инициативу главы республики Айсена Николаева. Теперь в состав Арктики вошли Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленёкский и Эвено-Бутантайский районы. Их представителям была вручена символическая карта Арктики. Также их и всех собравшихся приветствовали творческие коллективы коренных малочисленных народов Севера. И представители всех 13 арктических районов Якутии станцевали на главной площади народный танец северян Сяджа. Конечно, мы очень рады, что наш ВУЗ включили в арктическую зону, потому что, насколько мы все знаем, что будут налоговые льготы для жителей. Ну и, конечно же, будут различные программы, надеюсь, да, которые будут мотивировать развитию нашего района, ну и не только нашего района, но и всех районов арктических ВУЗов. Поэтому, конечно, мы очень рады. Цены на авиабилеты очень дорогие, да. У нас только в летнее время только авиационное направление. Ну и, соответственно, на продукты очень дорогие цены. Ну и дороги внутри района, соответственно, тоже проблемы. Ну, в общем, проблем очень много, которых надо решать. Ждем положительных моментов. С Днем полярника якутян от имени руководства республики поздравил глава региона Айсен Николаев. Цитата. «Из 34 районов республики 13 расположены в Арктике. Это почти 2/3 огромной территории региона. Именно поэтому День полярника – праздник и для нас, жителей республики. Для многих якутян полярный круг – родина, где они родились, живут и трудятся. Сегодня, когда вопросы Арктики имеют огромное значение для настоящего и будущего страны, растет и ценность вклада и труда якутян в развитие и освоение богатейшей территории», говорится в поздравительном послании главы Якутии. В Устьянском районе возобновят добычу олова. Также там начнут добывать серебро и золото. Об этом во время рабочей поездки в Устьянский район заявил Айсен Николаев. Илдархан посетил Терехтахское месторождение олова в селе Саилык, также новую котельную в селе Тумат, которая была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Кроме этого, делегация посетила ряд социальных объектов – детский сад, школу и дом культуры. С выездом посмотрели ряд таких перспективных площадей, на которых в ближайшие годы в рамках проектов по развитию Арктики, которые инициированы сегодня президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы можем уже начать определенную работу. В поселке Тумат мы встретились с людьми, жителями поселка, посетили ряд социальных объектов. И радует то, что вот, несмотря на самые такие суровые условия жизни, на практически постоянную оторванность от большой земли, люди сохраняют жизненный оптимизм. Также отмечается, что при предстоящем активном промышленном освоении Арктики необходимо разработать методы для снижения негативного воздействия на окружающую среду и традиционную деятельность коренного населения, таких как оленеводство. Сегодня одно из самых крупных оленеводческих хозяйств Якутии находится в Устьянском районе. Подробнее наш корреспондент Юрий Осипов.
В 2003 году количество оленей в Устьянском районе составляло около 5000 голов. С тех пор их количество увеличилось в 4 раза, и на сегодня это уже более 22 тысяч оленей. Сейчас проходит период отела, и их число меняется каждый день. Это одно из самых ближайших стад от поселка Депутатский. Оно находится примерно в 40 километрах от районного центра. Оно было образовано летом 2016 года. Тогда здесь было около 600 голов, и за это время их численность выросла до более 1000 голов. Бригадир этого стада Дмитрий. Здесь же работают его жена и родственники. Дети уже все повзрослели и уехали учиться. Приезжают помогать летом. Как это кочевая семья? Брат, сестры, жены, родственники и с моей стороны родственники. Молодежи нет, не идет. Вот сейчас мы только вот оставшиеся, как мы родились в тундре, да, поэтому вот свою традицию, с малых оленеводства, работаем вот так, поэтому. И таких оленеводческих бригад в Устьянском районе 12. В них трудится 129 человек. Численность поголовья у всех разная, от 900 до 4000. Они обеспечивают олениной школы, детские сады и больницы. Также поставляют мясо в местные магазины. Помимо Устьянского, оленина поставляется в Верхоянский, Алайховский и Момский районы. Ставим вопрос еще одного убойного цеха, вот именно для лесотундровой зоны. Тут у нас 4 стада, 4 бригады. Общее количество где-то около 6000 оленей. И тут тоже забой до 1000 голов в год. Тоже хотим запустить и первичную переработку. В будущем оленеводы планируют запустить целый туристический бизнес, показывать приезжим быт и жизнь в оленеводческом хозяйстве. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь молодые кадры в традиционную деятельность. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Устьянский район. В День полярника в Санкт-Петербурге на 5 площадках города решили провести арктический диктант на знание севера. Проверить себя может каждый, нужно лишь заранее объявить организаторам диктанта о своем участии. Ну а полярник Айсен Афанасьев, который в марте этого года из Петербурга отправился покорять Антарктиду, решил отметить профессиональный праздник по-особенному. Он стал организатором первого в мире турнира по масс-рестлингу на ледовом континенте. Единственная сложность, с которой столкнулся якутянин, это нехватка материалов. Айсен признается, в Антарктиде каждая щепка на счету. Все материалы, доски, которые тут у нас есть, они уже распределены по всем нашим объектам, которые будут строиться здесь в Антарктиде. И поэтому найти хорошую доску не удалось. Стандартный такой помост, который должен был быть там длиной 2 метра, он намного короче, у меня получился под метр длиной. Этот турнир по масс-рестлингу пройдет на российской станции Новолазаревская. В соревнованиях примут участие 32 человека. По словам самого полярника и Международной федерации масс-рестлинга, идея о турнире по перетягиванию палки на Антарктиде зародилась еще в 2013 году во время первой экспедиции Айсена Афанасьева. Любовь к масс-рестлингу привил ему его отец Василий Афанасьевич, который со школьной скамьи был увлечен родным видом спорта. И как истинный патриот Айсен Афанасьев всюду распространяет свою родную якутскую культуру. Турнир наш состоится на следующей неделе, и это будет поистине исторический момент. К другим темам. Как помочь молодому специалисту устроиться на работу? Этот вопрос обсудили члены молодежного парламента и общественных объединений Якутии. По данным, за прошлый год в органы службы занятости населения за поиском подходящей работы обратились 10 263 молодых человека. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее. Снизилась и численность выпускников профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений, которые обратились в органы службы занятости. В теме разбиралась Саргалана Федорова. Безработица среди молодежи – одна из актуальных проблем сегодня. Многие выпускники учебных заведений без опыта работы не находят спроса на свой труд. Как правило, работодатели ищут сотрудников со стажем, а молодые специалисты завышают требования к заработной плате. То есть везде должен быть баланс.
Мы стараемся его соблюдать, ведем переговоры с работодателями, чтобы те не повышали свои требования к соискателям работы, а к соискателям, чтобы они объективно оценивали свои шансы. За 2018 год в Якутии услугами занятости населения воспользовались более 7 тысяч людей в возрасте до 30 лет. Есть конкретные работы, допустим, каждый университет, каждый СУС со своими студентами, выпускниками общаются, приглашают работодателей, дают им конкретные, предлагают, вот здесь есть вакантное место, вот идите туда, работайте, вот мы готовы вас принять и так далее. А вот Государственным комитетом по занятости населения, также вот Центром занятости населения на местах проводится постоянная работа. Ежегодно на рынок труда выходят порядка 9 тысяч молодых специалистов. Из них лишь более половины трудоустраиваются в год выпуска. А также идет увеличение количества выпускников, которые уже целенаправленно идут на трудоустройство в северные районы. Это очень положительная динамика, которая показывает, что выпускники уже понимают, что они будут лучше востребованы, получат больший карьерный рост именно в сельской местности. Одна из сфер, которая наиболее нуждается в молодых кадрах – культура. Сегодня в этой отрасли трудится порядка 11 тысяч человек. Свободных вакансий почти нет, но при этом не хватает именно молодежи. Для решения проблемы Комитет по занятости населения и Министерство культуры и духовного развития республики подписали соглашение. Стороны будут совместно решать кадровые вопросы. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. Постановление номер 202 об оптимизации социальных учреждений будет отменено в течение 2 дней. Об этом сказал председатель правительства Владимир Солодов. Цитата: «Мы до 1 сентября текущего года тщательно, отдельно в каждом районе разработаем ту конфигурацию сети учреждений, которая позволит повысить качество образования, здравоохранения и других сфер социальной жизни». Конец цитаты. Ранее глава республики Айсен Николаев заявил, что рекомендует отменить широко обсуждаемое в последнее время 202-е постановление. Нашумевшее постановление обсудили в Хангаласском районе. Участники говорили о состоянии и перспективах развития сельской школы. По итогам разработали и представили рекомендации по изменениям 202-го постановления, касающиеся сельских школ. И эта проблема обсуждается не только в нашей республике, эта проблема актуальна в целом по всей России, да, и я думаю, что некоторые наши предложения будут услышаны на федеральном уровне. В частности, мы направили свои предложения в Совет Федерации, мы вносим свои предложения в Государственную Думу Российской Федерации в части совершенствования законодательства, в целом развития сельских территорий, сельских школ. В этом отношении, я думаю, то, что мы сегодня обсудили большим кругом, да, будет иметь результаты. Меньше 1 минуты, короткая пауза. Смотрите далее в программе «Итоги дня». Осторожно, клещи. В Якутии люди пострадали от укуса опасного насекомого. Как себя обезопасить, говорят специалисты. ЧП в Ниренгринском районе. Пострадавший в аварии на Чульманской ТЭЦ скончался накануне. Родственники жертвы, возмущенные этой трагедией, пришли в предприятие. Сезон охоты. Как в Мирнинском районе местные жители оценивают действующий сезон. Молодая семья. По этой госпрограмме 40 семей Ленского района в конце мая получат долгожданные жилищные сертификаты. Итоги дня на Якутии-24. Продолжаем выпуск. В Ниренгринском районе произошло ЧП, приведшее к гибели одного из сотрудников Чульманской ТЭЦ. Это случилось 13 мая при проведении ремонтных работ по очистке котловых ванн в помещении котельно-турбинного цеха. Травмы получили 2 работников электростанции, один из которых накануне скончался. Родственники жертвы пришли в предприятие открыто выразить свое возмущение произошедшей трагедией. Репортаж Александры Цивиковой.
Сегодня родственники погибшего Максима Гулина, бывшие и нынешние работники предприятия, а также неравнодушные жители Чульмана собрались у ворот ТЭЦ, чтобы встретиться лицом к лицу с начальством, давшим некомпетентное устное распоряжение на подготовку к расшлаковке котла. К тому же к нему приступили работники, не имеющие допуск в котельный цех. Теперь детей нету отца, и что вы сделаете? Вы вернете жизнь, вы вернете здоровье нашим мужьям. Что вы нам предложите? Женам, матерям? Как еще не кричать, как не срываться? Неизвестно, какие последствия будут. И вы руки умоете, вы уйдете. Напомним, что 32-летний бетонщик получил тепловой ожог правой кисти 3-й степени и задней поверхности голени. А 29-летнему плотнику повезло меньше. Тепловой ожог головы 2-й степени, 95% туловища. Неделю врачи Нерюнгринской ЦРБ боролись за жизнь пострадавшего, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Никакого допуска не было. Простая была роба, которую выдавали. Допуска никакого не было. Он плотник, какой у него может быть допуск вообще к этим котлам? Он вообще никак не должен быть там с ними связан. Но они говорят о том, что начались ремонтные работы, и они имеют право как бы всех туда, вот в этом плане. Ну, как вот так вот они мне говорят пока. Следственным отделом по городу Нерюнгри по республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту получения тепловых ожогов работниками Чульманской ТЭЦ и смертью одного из них. На время следствия отстранен от должности Виктор Бадонов, начальник Чульманской ТЭЦ. Мастеру было выделено с ремонтного участка 2 ребят, которые должны были с ним вместе открыть люка, посмотреть, ну то есть подготовить к расшлаковке. К сожалению, мастер самовольно расширил эту работу. В результате, когда они открыли ремонтный люк и начали размывать горячую золу, произошел выброс этой золы. Пострадал Максим Гулин, который, в общем-то, и не должен был там участвовать при расшелковке. Дмитрий Ананьев трудится в ТЭЦ 2 года и признается, что это очень опасная работа. В его бригаде 4 огнеупорщика, в их обязанности входит работа на холодном, горячем и рядом с накаленным оборудованием. Иной раз им приходится сталкиваться с открытым огнем. За свою жизнь переживает вся бригада, так как оборудование, мягко говоря, устаревшее, ненадежное. Прибегают в последнее время, постоянно сразу начинают гнать. Давайте быстрее, давайте пошевеливайтесь, ставят сроки, ограничивают производство. Откуда возьмется хорошее оборудование, если на нем ничего должного не производится? На данный момент ведется следствие и проводятся проверки, экспертизы. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Осторожно, клещи. В Якутии зарегистрировано 4 случая укуса опасного насекомого. Один из них произошел в Нерюнгринском районе, остальные в Якутске. Это случилось в выходные. В столице клещ укусил 5-летнюю девочку в микрорайоне Стерх. Ребенку ввели иммуноглобулин против энцефалита, и сейчас клещ находится в лаборатории на экспертизе. В предыдущие годы в 13 районах республики были зарегистрированы клещи с вирусом энцефалита. Это Вилюйская группа улусов, также центральные и южные. Вот что советуют специалисты в целях защиты от возможного укуса клещей. Надо одеть светлую одежду, чтобы клещи были заметны. При этом рубашка должна быть с длинными рукавами. Хорошо, если рукава прикрыты резинкой, да, и рубашка должна быть заправлена в брюки в носки, поверх них должны быть одеты сапоги, кроссовки или ботинки. Обязательно шею и голову необходимо закрыть косынкой или кепкой. Надо проводить почаще осмотры друг друга с тем, чтобы вовремя обнаружить клеща и его не выбросить, а необходимо, если клеща обнаружили, обязательно нужно сдать в лабораторию по Юнского 9. В Алданском районе продолжают фиксировать случаи сочетания ВИЧ, инфекции и туберкулеза. За неполные 5 месяцев текущего года эти диагнозы были поставлены 2 пациентам. Более того, эпидемиологи, озвучивая эти печальные данные, говорят о верхушке айсберга. По словам медиков, риск эпидемии увеличивает попустительство работодателей, считающих медосмотры сотрудников пустой формальностью. Тему продолжит Татьяна Вахнина. В 2019-м 2 жителям Алданского района был поставлен страшный диагноз – ВИЧ-инфекция и туберкулез. В последнее время тенденция роста случаев, сочетающих 2 опасных заболевания, обозначилась явно. ВИЧ-инфекция, как мы говорим, да, это, конечно, она бьет непосредственно по иммунной системе. Это благодатная почва, в кавычках, благодатная почва для развития туберкулеза.
Риск эпидемии увеличивает попустительство работодателей. В Алданский район идет большой приток рабочей силы из других регионов и зарубежья. При устройстве на работу далеко не все сотрудники проходят медосмотры. Эпидемиологи и фтизиатры пытаются воззвать к благоразумию руководителей предприятий, но особой продуктивностью диалог не отличается. Это важно для человека, это важно для общества в целом, потому что когда человек принимает антиретровирусную терапию, снижается вирусная нагрузка, и он эпидемиологически менее опасен для распространения ВИЧ-инфекции вообще, да, среди граждан. Ситуация по ВИЧ-инфекции в Алданском районе остается неблагополучной. Сегодня в центре СПИД зарегистрировано 156 человек. Однако врачи подчеркивают, выявленные случаи – это верхушка айсберга. По данным Всемирной организации здравоохранения, для приближения к объективной картине имеющуюся цифру нужно увеличить в 10 раз. Реальной картины по статистике по ВИЧ-инфекции в Алданском районе мы не обладаем, не имеем статистических данных. Я считаю, что такая картинка, которая условно заниженные цифры, мало кого должна удовлетворять. Да? Продлить жизнь и сохранить ее качество ВИЧ-инфицированный может только с помощью медикаментозной терапии. Между тем, реакция человека, узнавшего о том, что болен, непредсказуема. Первые минуты, первое какое-то время он считает, что это неправда, что это вы ошиблись, я поеду в другой город, пересдам анализ и все остальное. Потом, когда все-таки приходит понимание, что это действительно факт, здесь ситуации могут быть разные. Кто-то впадает в истерику, кто-то старается скрыться от глаз, от всех. Проблему распространения вируса врачи смогут решить только совместно с гражданами, когда повысится массовое сознание и возрастет культура каждого. При своевременном выявлении ВИЧ не приговор. Современные лекарства значительно облегчают состояние и продлевают жизнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 40 семей Ленского района в конце этого месяца получат жилищные сертификаты по программе «Молодая семья». На эти средства они могут приобрести квартиру или построить свой дом, рассказывает Анна Кожевникова. Екатерина Колосова вот уже на протяжении 15 лет вынуждена жить в арендуемом жилье. Она уроженка Артанахары, но в Ленске прожила большую часть своей жизни. У нее 6 детей, старшему уже 18, и он живет самостоятельно. А Настя, Артем, Аэлита, Арсений и Арина живут, конечно же, с мамой. Их мечта – купить дом. Я рада, что у нас будет свой дом, огород. Для детей это будет тоже хорошо, и для меня тоже. Когда у моей мамы будет дом, у нас будет свой большой огород, теплица. Я посажу цветы, розочки, тюльпаны, огурцы, помидоры. Буквально в прошлом году многодетная мама решила встать на очередь по программе обеспечения жильем молодых семей. И вот уже в этом, 17 мая, в день рождения ее самых маленьких детей, двойняшек, вся семья получила самый ценный подарок – сертификат на приобретение жилья на сумму свыше 1 800 000 рублей. Хотела поблагодарить администрацию моего наследия. Я же прописана по селу Артанахара. И я хотела бы их поблагодарить, потому что они мне тоже помогли в этом. Они меня поставили на учет, да, получается, они мне дали. И им, и нашей администрации вообще большое спасибо. Теперь семья осуществит свою мечту, купят дом. Старшие ребята учатся в первой школе, а малыши пойдут в детский сад «Сказка». Поэтому выбор пал на микрорайон Мухтуя. А Элита очень ждет, когда у нее появится свой огород. Этот день стал таким же значимым еще для нескольких семей, в числе которых семья Сахаровых. 6 лет ребеночку моему первому вставала на учет, когда она маленькая у меня была. Очень рада, что идем на расширение. Будет наконец-то у доченьки своя комната. И очень рады, что будет просторная квартира, будет где развернуться. Сейчас живем в однокомнатной квартире, и это ужасно, если честно. В этом году в рамках программы будет выдано 40 сертификатов, что на 12 больше, чем в прошлом. Ежегодно муниципальное образование Ленский район становится лидером в Якутии по сумме выделения денежных средств на обеспечение жильем молодых семей. А программа финансируется из 3 источников. В этом году из районного бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На горе Короленко расцвела амгинская сакура. Так в Амгинском улусе называют кусты рододендрона даурского. Растение внешне напоминает знаменитый цветок японской сакуры. В это время года рододендрон становится местной достопримечательностью. Ежедневно сотни людей приезжают туда фотографироваться возле красивых кустов.
Растение цветет 10 дней. Экологи Амгинского района призывают население бережно относиться к растению и не рекомендуют брать отростки, так как куст очень уязвим и не приживается в домашних условиях. Продолжается сезон охоты на водоплавающую дичь. О том, как оценивают весенний сезон охотники в Мирнинском районе, а также какие нарушения выявил экологический надзор. Сюжет Марфирины Алексеевой. На территории Мирнинского района зарегистрировано более 8 тысяч охотников. Район разделен на 2 территории общего охотничьего пользования. Это охотугодья поселков Удачного и Айхал и вся остальная территория за их исключением. Также в районе зарегистрировано 14 территорий охотпользователей. В этом году охота на водоплавающую дичь для большей части района началась с 14 по 23 мая. А для Удачного Айхала охота еще предстоит. Очень большой спрос, очень большое, как сказать, рвение и желание выехать за пределы. И надо отметить, что в этом году мы выдали больше разрешений, чем в предыдущие года. Сознательность граждан повышается. На одного охотника разрешена добыча в виде 7 гусей и 30 речных уток, гагар и поганок. Со слов местных охотников, весенний сезон в этом году достаточно скудный на трофеи. Вина этому неблагоприятные климатические условия. До сих пор холодно, поэтому, видимо, утки запаздывают с прилетом, поэтому такого массового пролета нету уток. Озер в районе очень мало. Население охотится на 3 реках – Вилюй, Ирилях и Малая Бутобая. Ну, в основном к нам сюда прилетают шилохвости, кряквы, свиязи. Гусей много бывает, в основном гуменники, белолобиков, в основном даже не видели их, практически их нет. Ну, говорят, после окончания сезона они пролетают на север. На данный момент Министерством экологии за весенний сезон охоты выявлено 26 нарушителей. Основные нарушения – охота в запрещенных местах. Излюбленным местом местных охотников оказалась территория водоохранной зоны на Вилюйском ГЭС. Со слов экологов, проводивших рейд, второй проблемой является захламление. Везде, где бы не были охотники, остается очень много мусора. Возле берега, на водоохранной зоне, столько всего мусора. Вот она. Все. Так мы охраняем свою тайгу, свои рыболовные места. Вот она. Бедный Вилюй, сколько, что терпит от нас. Охотничий сезон в Мирнинском районе продолжается. С 31 мая по 6 июня начнется сезон охоты на территории поселков Удачный и Айхал. Проблема с несанкционированными свалками в районе с каждым годом растет. Хочется призвать всех выезжающих на природу убирать за собой мусор. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе.